согласование строительства сетей уличного освещения. Это все история мастер-плана. Мастер-план – это пользовательская история конкретного жителя. Как это отразится на его жизни, как это отразится на макроэкономических показателях города. Вот различие мастер-плана, что он включает экономику и жизнь людей. А генеральный план – это история про карту. Теперь относительно вопроса, связанного с... Земельными участками. Да, сейчас я понимаю. Цифры подбиваю. 8411 человек сейчас стоит в очереди, как многодетные. Это Семей или человек? Семей. 8411 семей стоят в очереди. Это самая большая очередность, поскольку у нас большая рождаемость, у нас порядка 4000 детишек в 2023 году родилось. Многодетные семьи у нас прибавляются с каждым разом и переезжают с районов, и через 5 лет становятся в городскую очередь. Поэтому очередь растет очень быстро. К сожалению, с той скоростью, которую мы выдаем, сейчас вопрос не решается. Поэтому что мы сделали? Вот в 2020 году была достигнута договоренность, что часть из федерального лесного фонда будет передана городу Якутску. На прошедшей сессии Якутской городской думы мы внесли изменения в генеральный план, и земельный участок на территории Намцирского тракта, Вилюйского тракта, Маганского тракта включены в территорию городского округа. Там получится порядка 3500 земельных участков, которые мы будем распределять для многодетных семей. Выход только так. Это выводить из лесного фонда и передавать в муниципалитет, чтобы мы могли дальше передавать и распределять их для многодетных семей. Выход номер 2. Это уйти на денежные компенсации. В прошлом году, вот в этом году впервые введена мера в виде 200 тысяч рублей для тех, кому не нужен земельный участок. Я думал, меньше народу возьмет 200 тысяч, но этой мерой воспользовалось 544 человека. 544. Поэтому это остается тоже одной из действенных мер. Многие говорят, что сумма маленькая и необходимо поменять целевой характер, на что можно будет потратить. Поэтому это вопрос к обсуждению. Я буду этот вопрос прорабатывать с правительством республики, чтобы мы могли вместе найти способ, как часть уйти на денежные выплаты, а часть по земельным участкам, которые будут выведены из федерального лесного фонда. Только так. Теперь, что касается участников специальной военной операции. Еще до принятия закона республики, я с прошлого года, когда начал активно встречаться с семьями участников специальной военной операции и ездить к ребятам туда на передовую, принял для себя решение, что мы должны создать в городе СОТы. СОТы, в которых наши ребята, сегодня защищающие Родину нашу, смогли бы по приезду на гражданку объединиться в СОТы и вместе вести там свой досуг, как дачный кооператив. С этой целью была поставлена задача, чтобы мы сельхозземлю, которая есть, значит, сельхозземлю, значит, объединили в СОТы, и мы сформировали 2 больших земельных участка, один у Тулагина-Кильдямского наследия, второй в Табаге. И вот все, кто с Хатаса, в Табаги, там, с автодорожного округа, просят у Табаги 600 земельных участков и 900 там, в северной части, в Тулагина-Кильдямском наследии, повторюсь. И мы эти земельные участки готовы были раздать как СОТы. Сейчас вступил закон республики. Там есть ряд вопросов по его исполнению. Он требует корректировки, это мое личное мнение. Но мы вот в рамках договоренности с ребятами, с их семьями, готовы будем распределять как СОТ. Поэтому я вот и буду вносить предложение в госсобрание Тумы, чтобы мы, если как СОТы раздадим, чтобы это было исполнение закона, потому что так будет проще управлять этими СОТами ребятам самим, кто является участниками специальной военной операции. Вот у нас все, кто с города ушли, те получат земельные участки. Спасибо большое. По Саталу, вот у них тоже с генпланом был связан вопрос, жители обращались в нашу редакцию, они вошли в генплан, вообще поручения Исена Сергеевича Николаева же были по поводу Сатала, Все именно решено. вот руководство. Вот это хотела спросить, и вообще, как мы перезимуем, не встретимся ли мы с вами 1 января этого года в Сатале, не дай бог, как в прошлом году, да? И в целом о развитии пригородов, как туда будут когда-нибудь тянуться вот эти все коммуникации, и ваша оценка, впечатление ваше от новой Гордума, именно от новых депутатов. Так, Спасибо огромное. Хорошо.
Значит, по Саталу. У нас с 1 по 11 квартал и молодежный квартал переведены из зоны сельхозки в зону С2. То есть там жители могут зарегистрировать свой жилой дом, и их права восстановлены. Значит, там было другое предложение с точки зрения включения дополнительного квартала номер 12, который является муниципальной сельхозземлей, которая в прошлом году была дана в аренду, но это неправильно. Почему мы земельный участок, который отдали в прошлом году под пашню, должны были сейчас не распределенный туннежи поменять и прикрепить к Саталу. То есть там тоже вопросы остались, поэтому мы этот вопрос убрали. 12 кварталов, вот такового и нету вообще в Сатале. То есть там, где была у людей проблема, фактически построенные дома, мы пошли навстречу, поменяли всю документацию, они могут сейчас восстановить свои права. Вопрос снят. Вопрос теперь относительно энергобезопасности. Вообще коммунальной. Да, коммунальной безопасности. Сейчас, значит, основная проблема – это бесхозяйные сети. Бесхозяйные сети, которые в том числе ярко представлены как раз-таки во всех СОТах и СНТ. Там, где они были построены в несоответствии норматива текущего, и где ввиду несоответствия их нормативу тоже Якутскэнерго, энергоснабжающее предприятие, ресурсник, не берет их себе на баланс. Оно требует приведения их в соответствие, а это требует многомиллионных затрат. Поэтому аварийным прикрытием занимается только аварийным прикрытием. Часто аварийным прикрытием занимается наше муниципальное предприятие Горсвет. Для того, чтобы этого не повторилось, что необходимо сделать? Вот, мое внутреннее убеждение – это должны быть включены в тариф и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие Якутскэнерго, должны провести работы в рамках тарифа по приведению в соответствие этих сетей в должное состояние, в том же Сатале. Я надеюсь очень сильно, что 1 января мы с вами нигде не встретимся, а проведем в кругу наших близких. Но никто от этого не застрахован. Мы 29 числа уходим на режим повышенной готовности, чтобы, если что, 1 числа в час ночи оказаться там, где будет проблема. И по 9 января мы работаем в режиме повышенной готовности. У нас круглосуточное дежурство, того, как требует наш город. Это неизбежная часть. По развитию инфраструктуры в пригородах. Вот у нас сегодня большая работа проведена в рамках развития ключевой, одной из самых важных. Это артерии, канализационный коллектор 3 протянули до ДСК, значит, и водовод. Это позволит сегодня уже переподключать дома, которые там были построены, Воинска 10/1, допустим. 9-этажные дома, которые стояли на септике. Понятно, что это большая проблема. Мы их сейчас переподключаем. Это стало возможным благодаря тому, что дотянули туда коллектор, микрорайон Звездный, и все жилищное строительство многоквартирное нужно развивать через южное направление. У нас наконец-то убрался ступор для строительства в Залаге многоквартирного жилья. Весь коллектор, который был под проспектом Ленина, он был переполнен. Сегодня это позволит развивать в этом направлении многоквартирное жилье. Теперь по пригородам. Нами сейчас ведется работа по разработке 2 канализационно-очистных сооружений. Это в Табаге и в Кангаласах. При строительстве этих косов это позволит там дополнительно нагрузить систему центральной канализации и возобновить там жилищное строительство многоэтажное. Оно необходимо. Теперь водоснабжение. У нас по нашим планам совместным с водоканалом стоит приоритетная задача по водоснабжению Мархи и Белого озера. Проектно-сметная документация, деньги выделены за счет городского бюджета, мы проводим эту работу. Вот. По основной проблеме частного сектора, первое, это, конечно, дефицит пропускной способности газа. И здесь мы вместе с рекооператором Сахатранснефтегазом при помощи поддержки Министерства промышленности ведем эту работу. Надеюсь, что план работ будет утвержден, который сейчас лежит в Министерстве промышленности, и на будущий год мы зайдем на Намцирский тракт 13 километров, это левая и правая сторона, там где дачи стоят. И в районе ДСК у нас там 3 сота, Агат, Золотая роща и Автомобилист. Значит, и в дальнейших у нас в планах большая работа – это строительство АГРС в Маганах и реконструкция АГРС в Хатасах. Это позволит нам
увеличить подачу газа в том направлении и позволит газифицировать весь Покровский тракт, там у нас где, значит, Дальше 10-го километра. дальше 10-го километра, да, как же они назывались-то? Лагерь, Радуга, Энергетик, канадская деревня. Нет, там у них прям название было. Вот правая сторона, в общем, правая сторона вся, в ежесе которой, ее можно будет газифицировать. Вот это вот ключевые задачи. И по поводу Гордума, молодой. По поводу Молодых Гордума, депутатов. слушайте, ну вот Гордума избрана, Гордума провела 5 заседаний пока своих очередных, поэтому давать оценки пока рано, но в целом по избранию, по проходу людей я могу сказать, что вот как теперь сказать, как руководитель местного отделения партии, что Единая Россия достигла небывалого успеха. Никогда столько представителей партии Единая Россия в городской думе не было. И это, мне кажется, благодаря тому, что мы подобрали очень хорошо кандидатов. Кандидаты все выходцы в основном выходцы с социалки, с школ, детских садов, блока ЖКХ, ближе к людям находятся. И это позволяет им сегодня видеть и добиваться постановки тех задач, которые ярко отражены в тех отраслях, которые они представляют, и тех округах, откуда избрались они как одномандатники. Поэтому я думаю, у этой Гордумы все получится. Мы сегодня, перед нами ставится огромная задача. Вот, конечно, это к 30-му году реализация мастер-плана, к 32-му году реализация указа и подготовка на празднование 400-летия преображения к этому нашего города. И вот мы должны часть этого пути пройти с этим созывом Якутской городской думы. Я изначально, когда руководил городским штабом, в летнее время избирались, когда мы избирали депутатов, задачу ставили такую, то, что мы заходим на реализацию мастер-плана, поэтому приземление мастер-плана на конкретную территорию одномандатного округа или на конкретную отрасль, это то, с чем мы работали. Я думаю, мы выполним эти задачи, выстроена конструктивная работа. А оценку мы дадим чуть позже. Впечатление. Спасибо.